Привет, друзья! Вы на канале Мама Мия, красотка Сардиния. С вами Ольга и шлю вам с острова предрождественский, предновогодний привет. Чао-чао! Сегодня поговорим о праздновании этих чудесных зимних праздников, которые вот-вот уже нагрянут, стучатся прямо в дверь, праздник к нам приходит. И как это празднуется на Сардинии, расскажу вам. Итак, друзья, мы на улице, и если говорить о погоде на Сардинии зимой, популярный вопрос, как оно? У нас в этом году очень теплая зима, градусов от 16 до 18, колеблется серединка декабря, в начале декабря было холодновато как-то, вы видели наших 3 котов в одной подушке, возможно, видели это видео. Они так ожидали холодов, но холода отступили очень быстро, и наступил даже такой период, тепло, солнышко припекало, даже хотелось загорать. И я отпраздновала на Сардинии свои 2 Рождества, это будет 3-е. Они были невероятно милые, невероятно семейные, оставили лучшие воспоминания в моей душе, которые можно назвать итальянским словом «кариниссими». А вы как там? Как готовитесь к празднику? Надеюсь, все удачно. Если переживаете, что не успеете, все успеете. Главное успокоиться, так остановиться всегда и подумать в позитивную сторону. Все успеем, все будет так, как, собственно, должно быть. Даже если что-то не успеем, ничего страшного, у нас есть время. Пока живы, дышим, гуляем. Вот, готовимся, празднуем, радуемся. Итак, Рождество на Сардинии наступает в ночь с 24 на 25 декабря, когда наступает сочельник, как у нас это называется, здесь это называется Виджилия. Очень интересная история связана с этим словом, такое оно странное, какое-то магическое, да, но на самом деле все гораздо проще, и даже удивляет, что оно имеет отношение к Рождеству, потому что Виджилия — это такое обозначение «не спать». Бодрствование, намеренное бодрствование, осознанное. Когда я понимаю, что я не сплю, да, такой прямо приходит философский момент, сейчас философская мысль, полезно себя ощущать в этой жизни не спящим, да, вот заземляться, трогать чего-то. Ну, вот. И древние римляне, так скажем, заземлялись намеренно, когда ожидали врага, да, ожидали какого-то нападения, и называли это виджилия, то есть спать было нельзя, да, или сами нападали на кого-то. Это перешло обозначение такого какого-то важного события, из-за которого человек откажет себе несколько в таком удовольствии, как поспать. Это сугубо семейный праздник, дома собирается семья, тесный, близкий круг, люди одеваются максимально комфортно, вот как я сейчас, это у меня пижама, в которой я встречала в том году Рождество. Она комфортная, она теплая, уютная и в той целью практичной, чтобы как только Рождество пришло, люди его встретили, поговорили и расстались, пошли спать. И максимально комфортно было занырнуть в кровать и увидеть свой чудесный сладкий сон в рождественскую ночь. Итак, первый этап подготовки к празднику — это не только новогоднее настроение, его нужно себе создать, если его нет, смотреть больше фильмов, видео, чего-то приятного, а в Италии оно прямо создается даже на государственном масштабе. Это как? Это не просто мы видим в торговых центрах уже елки там, начиная с ноября, здесь тоже это есть, рано уже начинают там продавать панеттоне, вот уже в конце ноября это сладкая радость рождественская в магазинчиках есть, но о них немножко позже поговорим. На государственном уровне это что значит? Это значит, что 8 декабря есть официальный день в календаре, когда люди остаются со своей семьей дома, это выходной, и наряжают все вместе елку. Кон кальма, как любят говорить в Италии, это значит в спокойствии. И это важный момент наслаждения жизнью, такая, как мы бы сказали, итальянская дольче вита. Это здорово, действительно нужно найти время, когда мы не находим время на семью, не находим время на какие-то вот такие домашние радости, а, собственно, для чего мы живем тогда на свете? Время, которое мы утратим сейчас, если мы его не проведем вот правильно, не сделаем свой выбор, да, в сторону того, что нас на самом деле искренне радует и нам искренне нужно сейчас, вот, то когда, если не сейчас. Итак, как готовится рождественское дерево? 8 декабря семья собирается
убирается дома, открывается елочка. Меня как-то спрашивали в комментариях, большое спасибо, кстати, если вы задаете такие интересные вопросы в комментариях, я всегда очень рада ответить и сама просвещаю с тем самым. Вот меня спросили, а есть ли натуральные елки, то есть покупают ли на Сардинии сосны, елки, то есть чтобы вот запах стоял дома. Ну, конечно, на Сардинии вообще ели, ну, можжевеловые деревья чаще мы встретим, а вот сосны, елки, ну, их жалко трогать вообще. На самом деле жалко как-то обижать природу, потому как земля у нас каменистая, деревьев у нас много, но все-таки не хотелось бы их рубить, не хотелось бы их трогать, поэтому семьи на Сардинии предпочитают ставить искусственное дерево, искусственную ель. Однако есть единицы, которые могут поставить дерево настоящие, особенно если в семье дети, и дети хотят, то родители часто могут и решиться. Хотя, в принципе, люди на острове очень ценят свою природу, очень ценят тот мир, который им был дан, да, островной, пытаются сохранить вот эту целостность, не навредив, да, не испортив атмосферу чудесного острова, оставив природу нетронутой. Потому как, когда что-то строится, что-то здесь вот начинают делать на острове, это проверяется обязательно национальным парком, то есть смотрят, много-много очень документов готовится, и люди часто выходят на манифестации, да, бастуют, высказывают активно свою социальную позицию, если вдруг что-то такое строится и вредит природе без согласия жителей, потому что часто, как я говорила в своих видео, люди задаются вопросом, а что мы оставим нашим детям? Хочется оставить вот природу такой, как ее создал здесь Господь Бог, да, какой создатель нам ее дал, вот, кто мы такие, чтобы ее разрушать. Что касается деревьев, понятно, поэтому предпочитают искусственные, и для меня было открытием на Сардинии, когда мы украшали первый раз Альберо ди Натале с мужем, он говорит, просто так игрушки вешать куда попало нельзя, есть определенная система, которую ты тоже должна соблюдать. Игрушки вешаются в 3 ряда. Первый ряд у нас это самые большие игрушки. Средний ряд это игрушки, соответственно, среднего размера, да, по логике. И наверху, вот, на верхушечке, на макушечке у нас будут самые маленькие игрушечки висеть. То есть есть такая определенная важная система, которую нельзя нарушать. И я помню, нарушила эту систему, муж взял и перевесил мою игрушку, это было так обидно. Я говорю, как так-то? Почему? Он говорит, ну потому что, смотри, она здесь не к месту. Куда ты большой шар там залепила в середину, его надо вниз. Вот. Но если вы посмотрите ближе потом наше дерево, то увидите, да, все-таки игрушки большие не на своих местах. Как правило, не на своих местах находятся фигурные игрушки. В форме сердечка, в форме снежиночки, такие какие-то, как коняшечка. Да? Вот, такие игрушки мы вешаем в самом конце, когда уже остаются свободные местечки, лысенькие, да? Вот, на елочке мы их затыкаем вот такими красивыми игрушками. И так вот создается пропорционально красота, гармония. И в подготовке дома к Рождеству обязательно присутствует это лапьянта, да, это растение. Посмотрите, какое оно волшебное, чудесное. Это символ Рождества. На Сардинии и в Европе называется La Stella Natalizia, то есть звезда. Да, это у нас La Stella Natalizia, это значит рождественская. Вот, очень-очень красивое растение. Жалко, правда, цветет только 1 раз в год, и уже в следующем году мы этой красоты с вами не увидим. А почему символ Рождества? Потому что распускается этот прекрасный цветок именно к этому волшебному времени, сказочному, к Рождеству. И обязательно первое, что делают, пожалуй, до того, как ставят ель, вешают игрушки, гирлянду, да, забыла сказать, первым делом вешают на елку, обкручивают ее так зигзагом. Вот, может быть, их 2, даже, может быть, 3 гирлянды на одной елке. И предпочитают именно золотые огни, теплые, потому что золото дарит теплоту. И вообще, женщины в Италии больше предпочитают золото, нежели серебро. Тут как-то показывала в коротком видео ролик о кавалькаде на национальном сардинском фестивале, где шествуется Сардиния в национальных костюмах. Написали мне один комментарий, сколько золота, вау, какая красота. Действительно, много золота, золото вечно, культура, традиции, пусть наши тоже будут вечными, если они прекрасны, если они дарят нам осознанность именно вот
своей культуры, своего происхождения. Все, что является чудесной традицией, вот это здорово. И если в семье, например, традиций каких-то нет, никто не мешает, как я говорила, детям, работая в школе, эти традиции завести. У нас в классе было много разных интересных традиций, не просто скучное чаепитие, а всегда с каким-то маленьким концертом, с игрой там какую-нибудь интуицию, такие вот приятные воспоминания у меня об этом остались, и, надеюсь, у детей тоже. И традиционным подарком на Сардинии и традиционным, что покупают, как я сказала, прежде чем поставят елку, это панеттон. Панеттон — это и подарок, это и подготовка к Рождеству, потому что их ставят под елочку, и у нас вот с панеттонов начинается серия рождественских завтраков. То есть мы каждое утро декабря, практически каждое утро, встречаем вкусным кусочком панеттона. Любят покупать и именно на подарки, если дарить панеттоны, какой-то эксклюзивный в пастичерии. А именно в пастичерии, потому что это лимитированная маленькая коллекция, то есть кто-то ручками старался, и вот этот панеттон нам подарили Ивана и Микеля, наши друзья, которые приедут к нам на Новый год. Этот панеттон тоже из пастичерии. Если вам интересно, где можно приобрести такую вкусную продукцию, вот Ивана с Микелем точно знают толк в еде, они любят вкусно, и вообще в Италии не только они, любят вкусно поесть, как я часто рассказываю, если едят плохо, потом буду долго это вспоминать и неприятно. Вот, и если интересно, где, это в Сассаре находится пастичерия, вот потом я скажу вам, как оно, и если хотите, напишу в комментариях, что это за пастичерия, где они купили. И панеттоны, конечно, они бывают разные, есть признанные марки в Италии, такие как Мелигатти, недавно переводила текст итальянский, где рассказывалось как раз-таки о компании Мелигатти, что они были одними из первых вообще, кто придумал рождественский кекс, кто придумал такой кекс, как Пандора, потому что есть не только панеттоны, но есть еще и рождественский кекс Пандора в форме рождественской звезды. А также панеттон Мелигатти, это первый панеттон, который я попробовала в Италии, он был очень вкусный. Я даже рассказывала как-то во влоге в том году, что заказывала для своей семьи, в том году они еще были в доступе на Wildberries, заказала, чтобы дома тоже могли его попробовать. Очень вкусный. Признанной маркой панеттонов, которая работает уже много-много лет, выдерживают 51 час именно закваски, час работы по созданию теста. Это компания Вергани. Недавно я этот панеттон показывала. Вот, мы его уже съели, и он был очень вкусный, правда, миланский панеттон. А вот еще один панеттон Вергани, который нас разочаровал, ребята. Почему нас разочаровал? Потому что здесь шоколад и фисташки, шоколадто и пистакио. Вкус, но, знаете, вкус был не фисташковый, это там какое-то абрикосовое варенье. На вкус как будто бы немножко что-то есть от фисташек, ну прямо совсем не оно. И кекс, в настоящем панеттоне кекс должен быть мягкий, как будто вот влажный такой, пропитанный бальзамом, вкусненьким. А здесь он такой какой-то, к сожалению, сухой вышел. Так что даже если панеттоны одной компании, не всегда они одинаково вкусные, оказывается. И вот так бывает. Вот, так что если классический панеттон брать от Вергани, просто с цукатами, классический, то будет вкусный, он будет мягкий и супер. А этот будет сухой. Не знаю, почему он такой вышел. Затем еще один панеттон, который я назову вкусный, классный, тоже признанный. Называется он панеттон Майна. Вот, тоже классический, в котором есть изюмчик, цукаты. Предпочитают в Италии классические панеттоны. Мы очень любим панеттоны с фисташковым кремом. Заказываем всегда панеттон Сицилии. Если интересно, найдите мое видео того года. Я рассказывала. Стакиссимо, что ли, .it называется сайт. То есть люди за 2-3 месяца заказывают себе на Рождество там панеттон. Это очень богатая начинка именно теста. Вкуснейшее. Перейдем к празднованию. Вот наступает волшебный долгожданный день Вирджилия, сочельник, семья вся собирается дома. Стол не ломится от явств. На столе стоят только закуски какие-то определенные. Это может быть какой-то осьминог пожаренный с картошечкой, вот маленький такой салатик. Вот, может быть какая-то колбаска порезанная. Вот, кстати, колбасу они и вообще еду вкусную. Если они не знают, что дарить, они дарят вкусную еду человеку, которую они точно знают, которая не разочарует своим вкусом. Например, у нас такая еда, это колбаски из темпио, ла сальсича, у них называется такая сыровяленая колбаса. И если там написано темпио, и вы отдыхаете в наших краях, берите, это точно вкусно.
Или, например, если знают о вкусовых предпочтениях человека, например, у нас Микеле любит пиво, оригинальное артиджинале, да, как его называют, и часто, когда мы где-то в путешествии находимся, мы ищем для него какой-то такой подарок, да, в виде пива оригинального, маленькую какую-то бутылочку, чтобы ему привезти, подарить. Итак, продолжим. Рождественский вечер. Собралась семья, все не нарядные, все в пижамах, максимально комфортно надеты, для того, чтобы, как я уже говорила, пойти быстрее спать. Вот, пока готовится стол, если еще не накрыт, что делают люди? Разговаривают о том, что было, вспоминают и в руках держат часто альбомы, бумажные, печатные, вот, разглядывают старые фотографии, даже если они это делают каждый год. Это приятные воспоминания, это такой приятный тоже момент, сближающий людей. Вот, мы тоже, помню, так делали, когда я была маленькая, и когда я это увидела здесь, в мое первое Рождество на Сардинии, это было так мило, такая уютная атмосфера. К нам приехала наша тетя, которой сейчас, к сожалению, нет в живых. Вот в этом году она умерла, ей было 96 лет. Ну, наша тетя, это тетя мужа, она в Сардинии, она родилась на Сардинии, и такая была сильная, классная женщина, и, пожалуй, ушла из жизни, потому что часто стала говорить: устала жить, устала, все видела, все надоело. Ну, она устала к 96 годам, да, вот, смотрите, она много путешествовала, у меня и посвящен ей влог, называется «Жизнь долгожителя как послание», потому что жизнь таких людей нам явно дается как пример того, как вообще в этой жизни, да, с ума там не сойти, а как вообще ее прожить достойно, чтобы ты прошел свой путь от начала до конца и, скажем, ушел вот как добровольно, да, то есть она не болела, не ушла из жизни, да, от какой-то болезни, она ушла, я бы сказала, даже по доброй воле во сне. Представьте себе, даже так вот она, многие пожилые люди, вот уже в преклонном таком возрасте, они хотят, да, это моей бабушки была мечта уйти из жизни во сне, чтобы ничего не чувствовать, и вот такой путь такого человека, он нам явно дается как знак, да, вот, что такие люди, наверное, они постигли жизненные какие-то законы, которые нам полезно тоже было бы изучить и знать. Вот, посмотрите этот влог, если заинтересовало. Затем, когда готовится стол, да, что на столе у нас находится. На столе первым блюдом является, ну, закуски. Да? Это еще не первое блюдо, это у нас называется антипасти, то есть что-то ставят на стол перед основными блюдами. Это сырная нарезка, как и у нас, в принципе. Это нарезка из колбасок. Ну, колбаса обычно одна какая-то выбирается, хотя зависит от хозяйки, да? Зависит от того, как затарили, чего купили. И даже колбасу могут в Италии, на Сардинии дарить на подарок. Например, колбаса из темпио у нас очень вкусная. Она называется La Salsiccia di Tempio. Если увидите в магазине, в супермаркете, обязательно купите. Я знаю точно, в супермаркете Ноанаиза она обычно есть. Супермаркет сетевой, не только у нас. Вы найдете его в Ла Маддалене. И в Нонизе еще очень вкусная картошка. Le patate di montagna, то есть из гор. Вкуснее картошки я никогда не пробовала. Ну, какие-то оливки, понятно. Сырная нарезка обычно и мясная нарезка, они идут на специальном блюде из оливкового дерева, да, то есть такое пьятто подается деревянное, да, либо даже, может быть, разделочная доска из дерева, если она красивая, если она какая-то оригинальная, то почему бы и не поставить ее на стол. В последнем влоге показывала, в одном из магазинчиков Типичи Продукти Сарди была разделочная доска с кабанчиком, очень симпатично смотрится. На нее почему бы, допустим, не положить какое-то мяско, вот как прошутто, допустим, да, вот это лососича, сыровяленая колбаска и овощи. Овощи у них называются инсалата, они просто их режут, отдельно чаще всего не смешивают, отдельно огурцы, отдельно помидоры, и все равно это будет называться инсалата, то есть салат. Могут быть брускетты, ну вообще в Италии, на Сардинии как-то я не видела, чтобы были на столе в качестве закусок брускетты, чаще всего это хлеб каразау, да, вот такой сухой хрустящий хлеб или гюта. Видео о продуктовой корзине на Сардинии, которое набрало очень много просмотров, больше, чем, пожалуй, все остальные мои видео, что для меня было удивительно. Ну, действительно важно, приехав на Сардинию, узнать, что вкусненького купить, да, не стоять в супермаркете и не думать, что это такое, вот, это вкусно, невкусно, поэтому, если не видели это мое видео, можете посмотреть, чтобы познакомиться с такими местными нашими вкусными продуктами, разными. Что касается
касается первого блюда, зависит от количества гостей. Если гостей мало, то сильно заморачиваться не будут, могут даже сделать пасту обычную, только добавку, может быть, какую-то оригинальную. Если кто-то привез, допустим, какой-то соус из Дженовы, например, мой муж не так давно ездил в Дженову. Дженова у нас считается столицей именно песто, да, соуса песто. Это потрясающий такой вкусный соус, где зеленый, где базилик с протертый, да, такой вот, смешивается с сыром, с оливковым маслом. Там добавляют какие-то свои ингредиенты, выстаивают как-то этот соус. Он у них в огромном количестве, в огромном ассортименте. И муж вот привез такой, как суфле, соус, очень интересный. Вот такой он цвета елочки, потрясающий, вкусный, с пастой. Чтобы можно было, да, вот угостить чем-то таким интересненьким гостей. Вот так выглядит соус песто в баночке, такого размера. Обычно она идет в стекле. Лучше в стекле, предпочтительнее, потому что считается более здоровым такое хранение стеклянной баночки. И смотрите, зелененький, очень вкусный, я очень песто люблю. Можно самим тоже заморочиться, приготовить. И самое вкусное песто в Италии обычно считается из Дженовы. Генуя, да, если переводить это на русский язык, называется этот город, являющийся столицей песто, и еще столицей фокаччи. То есть тоже чем-то таким гостей интересным угостить, то у нас, например, есть к антипасте, да, к столу рождественскому фокачча из Дженовы. Но она долго не живет, не знаю, кстати, как она сейчас себя чувствует, так как влажность на Сардинии всегда высокая, то хлебные продукты портятся, к сожалению, очень быстро. Генуэзская фокачча обычно отличается многообразием вкусов. Есть и с луком, и с горгонзолой, чем душе угодно. А фокачча, да, это, я часто рассказывала, из себя представляет такой белый хлебушек, пропитанный оливковым маслом. Может быть мягкий, может быть сухой, хрустящий, в зависимости от ваших предпочтений. Добавлять внутрь на Сардинии обычно не принято чего-то. Сверху может быть там какая-то оливочка, оливки, помидорчики. Вот чаще всего вяленые помидоры туда добавляют. Ну, а внутрь, если что-то внутрь добавляется, то видео про Альгеро, вот, города, которые даже зимой остаются живыми, показывала фокаччию, где в традициях Тосканы внутрь добавлено там прошутто, добавлен сыр какой-то. И на сухой хлеб каразау тоже можно, в принципе, брать, добавлять это песто, да, то есть этот соус вкусненький, его не только именно в пасту добавляют, могут еще также добавлять, как бы мы сказали, на бутербродики. Но люди обычно заранее их не делают, то есть ставят просто соус, и тот, кто хочет, тот себе сделает, да, такой бутербродик. Во всем ла либерта, да, то есть во всем свобода выбора. Если это не паста, то из первого блюда чаще всего, пожалуй, более популярное блюдо — это лазанья, то есть это такая запеканочка, внутри может быть сальса, да, ди помидоро, то есть томатный такой соус вкусный с оливковым маслом, может быть с мясом, да, то есть как типа макароны по-флотски, но запеканка. Хозяйка, каждая итальянка считает делом чести добавлять что-то свое, какой-то вот рецепт усовершенствовать, либо получила его в наследство от своих родителей, от мамы, от бабушки, и гордиться этим. Это будет самое простое блюдо, но в нем будет что-то вот от себя, от души, потому что в Италии, на Сардинии тоже везде ценят вот оригинальность. Если нашли какую-то фишечку в блюде хозяйки, да, то они обязательно этим будут делиться, говорить, что вот у меня, я готовлю вот так. Но это, в принципе, для женщины-хозяйки, наверное, во всем мире так. Итак, вторым блюдом. Второе блюдо — это чаще всего меланзаны алла пармиджана, да, то есть такая запеканка из баклажанов, очень просто готовится, не заморочисто, но тоже очень вкусно. Сыром пармезан засыпанная, сальсой с помидоров залито, соусом печено, все вкусненько. Еще на второе блюдо, да, секундо пьятто. Если первое блюдо у нас примо пьятто, в ресторане вы можете в меню это увидеть, то секундо пьятто — это стейки, да, это какие-то жареные, может быть, стейки сальмоны, лосося. Кстати, лосось здесь на Сардинии дорогой. Я видела тут 4 ломтика лосося маленьких таких, стоит 10 евро, то есть, если переводить, это 1000 рублей. И по сравнению там с дорадо, с сибасом, у нас сибас и дорадо будут стоить дешевле, нежели лосось. Потому что, наверное, это не та рыба, которая плавает у наших берегов. А вот дорадо на сноркелинге с вами можем увидеть довольно-таки часто.
То есть, если плаваем с маской, посмотрите, кстати, мои видео о сноркелинге, если не видели, увидите там Дорадо, они такие вот огромные плавают и не боятся человека, прям могут подплыть к тебе. Итак, третьего блюда нет, это у нас дольче. Дольче, что касается сладенького, да, дольче это у нас переводится как сладкое, любимое, да, лакомство, обычно всегда всех времен, это панеттоне, конечно же, и также дольче сарди, то есть люди на подарок тоже покупают, привозят из пастичерии. Вот, не советую вам покупать дольче и дольче сарди, то есть сладенькое, которое чаще всего сделано с миндалем, то есть очень вкусно. Я лично обожаю утром в кофе макать какие-нибудь такие печенюшки с миндалем сладенькие, в меру сладкие, потрясающе. Но не будем отступать от традиции, традиционно, конечно, кушают на дольче панеттоне. И дольче, кстати, по закону, да, этот панеттон я вам уже показывала, дольче у нас идет после 12 ночи, после того, как мы встретили уже Рождество, то есть вот с боем часов, с поздравлениями люди берут шампанское, мы пьем обычно мускат ди темпио, это очень вкусное, потрясающе вкусное шампанское, я вам советую, если вы его увидите, хватайте эту бутылку. Мускат ди темпио. И его пьют тихонечко, медленно, наслаждаясь каждым пузыречком, и заедают потом панеттоне, заедают потом сладеньким, но опять же никто никого не заставляет, хочешь, если есть у тебя силы на сладкое, то бери, не хочешь, не бери. После каждого поздравления друг друга, чоканья бокалов, открывается один подарок. Нужно будет обязательно прочитать открытку и показать всем, что тебе подарили. В Италии и на Сардинии тоже считается дурным тоном не открыть подарок при человеке. Сейчас вам покажу панеттон, который на Сардинии является, ну, не то, что на Сардинии, да, на Сардинии эксклюзив, вот не везде он есть. Лучшая компания, пожалуй, одна из лучших миланских, опять же, Милан, у нас столица панеттонов, каждый город Италии и Сардинии чем-то отличается, своей какой-то продукцией супер классный, и в Милане это панеттоне Кова. Вергани, да, конкурент, я вам уже о нем говорила, но Вергани, глядите-ка, один панеттон был вкусный, мы съели, а второй уже не очень. А вот этот панеттон Кова, мы были в Милане 2 года назад, и за панеттоном Кова очередь хвостом вот так вот завивалась, я прямо удивилась, думаю, ничего себе. Наверное, он точно вкусный. И нам наша подруга, наши друзья из Милана подарили как раз-таки панеттон Кова. Вот такой вот замечательный. И после того, как мы попробовали этот панеттон Кова, ни одно наше Рождество, я думаю, теперь без него не обойдется. Как только мы его видим в супермаркете, в магазине, мы его хватаем быстренько, потому что они заканчиваются быстро. Вот. И на Сардинии тоже советую вам, если вы в супермаркете размышляете еще, вы знаете точно, что панеттон в Кова вкусный, но думаете, так, ну, сейчас не куплю, куплю потом может не быть. Потому как на Сардинии часто любая вкусная продукция, итальянцы гурманы, и сарды тоже гурманы, они очень-очень быстро все раскупают, так что хватайте, пока есть. И атмосфера. Сейчас поговорим, как атмосфера за столом. Сначала, если люди садятся, да, ждут еды, когда, может быть, что-нибудь перекусят, антипасти, пока основные блюда еще там не приготовили, за стол не сели, за стол садятся раньше, да, то есть часов там в 9, в 10, вот не в 12 ночи, не ждут прямо, да, начала пиршества с приходом Рождества раньше, то есть заканчивают уже в 12 ночи, заканчивают все сладеньким и шампанским. Люди разговаривают сначала о прошлом, да, вот листают фотографии, альбом бумажный, делятся воспоминаниями, это такой приятный момент, мультикарино, да, очень-очень милый, и затем приходят к настоящему, что сейчас, какие планы, это уже за столом, да, начинают говорить о том, что есть, и дают себе такую поддержку в том, что кто что делает, говорят, что молодец, вот я это видела, находят за что человека похвалить, то есть если я, например, там веду канал на ютубе, да, люди вспомнят, какое видео мое они видели в этом году, да, и скажут, я видел, ты молодец, это классное видео, да, то есть тебя как-то стараются поддержать, найти что-то, что тебя, ну, смотивирует работать лучше, больше. И говоря о достижениях, достижения наши очень важны, их держать надо близко к себе, наши неудачи подальше от себя, конечно, на них мы учимся, получаем опыт, они тоже нам нужны, от них нельзя так отказываться, мы так растем, а то когда человек иногда смотрит, знаете, на тех, кто хуже. Хорошо смотреть на тех, кто лучше нас, да, то есть у кого получается что-то лучше, и на них равняться, да, как на положительные примеры, восхищаться искренне, вот даже если в голову лезет, да, вот этот вот злодей, как я его называю, да, вот
человек из люка выглядывает и говорит там, как Гринч, да? Похититель Рождества. Он говорит, вот что он там, да ему помогли, да у него там богатые знакомые родственники. Да типа, неважно, посмотри на результат, нравится тебе, ну все, старайся делать так, как он. Если есть возможность поучиться, значит, берем этот позитивный опыт для себя и думаем, вопреки всему, молодец, круто, круто. И достижением этого года было у меня видео с дельфинами коммуны, которое попало и на радио диджей, набрало где-то 248 тысяч просмотров. Вот это было очень здорово. Я смонтировала это видео из моих видео и видео мужа, которое он сделал под водой, GoPro. Если не видели это видео, то посмотрите, у меня где-то... отдельное видео есть про дельфинов коммуны. Вот вся Италия радовалась их возвращению, да, потому что их тут не видели больше. Мой муж больше 7 лет не видел, а другие некоторые морские биологи по 10 лет не видели в Италии этих дельфинов. И вообще их редко можно увидеть, и это большая-большая радость их встретить. Это видео показывали также на 3-м федеральном канале, на 5-м федеральном канале. То есть это, в принципе, вот то, чем я в этом году, пожалуй, и могу гордиться. Не забывайте о своих достижениях, думайте в этом году, какие достижения были. Вам запишите их, скажите себе спасибо за это, поблагодарите себя, потому что для нас первая поддержка, которая нужна, это наша поддержка личная. Это помогает нам тоже расти, шагать вперед. А своего внутреннего критика, который кричит, говорит, что вот, да что, это ерунда, обесценивая, да, все, что ты сделал, не надо, его голос надо заглушить, надо сказать, знаешь что, это неправда, не все. Вот, не маленькое достижение. Детям советуют обычно вешать на стены 5, хорошие оценки для мотивации, тоже дипломы, их достижения, это важно. А в Италии, на Сардинии, как это запечатлено, чтобы человек это запомнил, это запечатлено в подарках, друзья. И первый подарок с этим связан. В нашей семье так, не знаю, повсеместно ли на Сардинии так празднуется, но это очень-очень милая традиция, которая, пожалуй, полезна для копирования даже. Вот это не воровство, полезные традиции, здорово перенять у кого-то, так же, как полезные привычки, да, подарить себе. Вот заниматься спортом, приучить себя потихонечку что-то делать, это лучшее, да, что мы можем сделать для себя. Когда мы получаем результат, становимся, не знаю, там, стройнее, вот, когда моложе себя чувствуем, легче нам, вот, это лучшее, что мы можем для себя сделать, это значит, и жить мы будем дольше, и от жизни больше получать удовольствие. Это зависит от наших приоритетов, да, жизненных. И в открыточке, которую обязательно кладут под елочку, все подарки, да, находятся до 12 ночи под елочкой, и начинается подарок с открытки. Вот такой милый, где написано Феличиано Нуово, да, если это на Новый год открытка, или Буон Натали, то есть счастливого Рождества. Чаще всего самая популярная запись, которая будет написана, и посмотрите, мой муж как оформил, вот очень мило, и он внутрь поместил фотографию наших любимых чудесных котиков, Пепе и Мама. Сикьямано, то есть их зовут так. Конечно, это очень и очень мило. И в открытке то, что написано внутри, нужно обязательно прочитать вслух, друзья. Вот так вот. Без стеснения, озвучить публично, да, все, что там есть. Почему? Потому что там есть некая мотивация, да, это не только признание в чувствах, да, пожелание «будь ты счастлив», да, а обязательно будет что-то такое написано, что лично тебя прям коснется души твоей. Почему? Потому что скажут, например, это будет оформлено, например, стилизация, да, вот, может быть, кто-то возьмет себе на заметку, стилизация под письмо Деду Морозу, да, письмо Баба Натальи. И, например, взрослый человек читает, обязуюсь быть хорошим мальчиком, там взрослый мужчина, да? Вот, сединой, обязуюсь в этом году, обещаю тебе, Дед Мороз, да, Баба Наталья, что проведу там свой сольный концерт, соберу друзей, и если человек этого хочет, если он музыкант, да, вот как брат мужа, например, он музыкант, да? И вполне достоин, может быть, там, сольного концерта, да, ну, к примеру, я так говорю, пишет брат, родственник какой-то, да, там, или семья, от семьи открытка, подарок, он читает и говорит, я обязуюсь провести этот сольный концерт. То есть ты когда, вот смотрите, как это работает психологически, для меня так точно, не знаю, как для вас, если ты читаешь прилюдно, да, если ты людям уже как-то это озвучиваешь, это значит, что у тебя появляется больше мотивации, потому что больше обязательств, да, то есть ты уже это произнес, и ты уже как-то, даже как будто несешь ответственность, да, за свои слова. Вот я, например,
осуществила свою мечту в этом году поехать в Верону, и меня это вдохновило на создание такой серии. Есть определенный канал, например, на телевидении, который, даже не канал, а программа, да, возьмем просто, Уна Трансмиссиона, какая-то программа, которая только про Сардинию рассказывает, и все, вот они путешествуют по острову, но вдруг они отклоняются от темы, да, то есть они говорят, что сегодня у нас вот пунтата, да, oggi abbiamo una puntata, и, то есть это будет немножко за пределами темы, они, например, летят в Африку, и рассказывают, а сколько от Сардинии до Африки, а как попасть, то есть тому путешественнику, кто, допустим, приехал на Сардинию, планирует двигаться дальше, может быть, это будет полезно, да, вот, например, если он имеет еще время для путешествий, почему не полететь там в Африку, в Верону, расскажу, как это, и вот я вам говорю, что хочу сделать серию таких видео, если я буду куда-то выезжать из Сардинии, за пределы, какой-то посещать город, чудесный город Ромео и Джульетта, например, такой, как Верона, который когда-то я мечтала посетить, и как оно, да, оказалось, все мои мечты, все мои вот представления, они подтвердились, они оправдались, или я разочаровалась, вот, смотрите, это будет такая новая серия видео, надеюсь, вы меня поддержите, и вам тоже понравится, и когда я это сказала вам сейчас, то есть у меня появляется уже некое обязательство это сделать, не просто, чтобы не прослыть пустословом, и это очень часто работает, конечно, потому что обидно, когда тебе люди потом говорят, что, знаешь, ну ты же вроде собирался, и чего? И первый подарок, который под елочкой находится, в нашей семье это шуточный подарок, такой прикол. Например, мой муж своему брату положил под елку гантели. Ну, не гантели даже, это были гири. Вот, в такой коробочке, красиво все замотано, обмотано, красиво с бантиком, да, и брат мужа наш Джорджо, вот он музыкант, говорит, что ты такой, ты что положил туда? Это что там за кило? По-моему, там 3 килограмма, что ли, были гирьки. Он, когда открыл, говорит, ну, понял только тогда, когда открыл. Почему? И понял почему. Потому что весь год он говорил, quest'anno è pesante, è pesante. То есть он повторял эти слова весь год и говорил, что год очень тяжелый, очень тяжелый, очень тяжелый. Поэтому, чтобы сбросить стресс, как советуют те обычно психологи, заниматься спортом, потому что спорт, да, вот что-то тяжеленькое взять, поднимать, помогает выбросить бутары виа, да, весь стресс, который у нас накопился. Если еще учесть, что у нас Джорджо работает в школе, так уж вышло, что я отработала 15 лет в школе, оказалась на Сардинии. Наши родственники, наши друзья, это тоже люди, которые работают в школе, учителя. Вот так вот интересно. Судьба меня свела с коллегами на другом конце земли. И теперь это моя семья, собственно, чем я очень горжусь. И сейчас тоже такой, скажу, важный психологический момент, его часто повторяют, и думаю, правильно. Наше окружение, наши друзья, люди, которые приходят в нашу жизнь, являются отражением нашего состояния на этот момент. Да? То есть, если в нашу жизнь приходят какие-то люди, ну, скажем, недовольные, тяжело, мучаются, не могут выйти из какого-то круга, все жалуются, но никак, это значит, мы тоже находимся вместе с ними сейчас на этом круге, да, и мы тоже идем, и пока мы не выйдем на новый уровень, не приобретем другое состояние, вот, не рванем куда-то, вот, то мы тоже будем там. А когда мы уже на новом уровне находимся, приходят другие вот такие вот люди волшебные, интересные, это говорит о том, что наше состояние изменилось, и люди меняются. Когда говорят, что люди меняются, это неправда. Некоторые, может быть, да, и не меняются. Все зависит от человека, но нельзя же всех так равнять. Человек ел песок в детстве, как Мария Богиня, приводит этот пример, восхищаюсь этим блогером. Молодец, потому что она говорит правду и дает бой всем, кто пишет такие гадости, да, в ее сетях. Кто-то смеется, говорит, вот все должны писать только хорошие вещи. Она говорит, да, потому что человек, прежде чем что-то ей написать, вообще гадость какую-то, да, вот, он подумает теперь, потому что она это обнародует, она его покажет, кто это, да, и тем самым тебе не получится сидеть там, как кидаться камнями из-за кустов и смотреть, как человеку больно, как он будет ругаться или что-то. Человек будет нести ответственность уже за свои слова. Это вот такая борьба с хейтом, и другие блогеры, кто поддерживает эту позицию, я с ней согласна абсолютно. Вот люди должны думать о том, как слово их отзовется, да, думать, прежде чем что-то написать, потому что это как дома.
ты пригласил человека, ты зашел к кому-то в гости, и вместо того, чтобы, да, там, быть добрым гостем, улыбаться, помогать, там, не знаю, что-то вот и себе дарить тем самым хорошее настроение, ты начинаешь критиковать, да, там, говорить что какие-то гадости, вот, раскидать там все, и к тебе как должны относиться? Это как вот хейт, да, это те люди, которые пишут гадости, не думая. Вот, к тому же не думают о том, что это копируют дети, да, взрослые начинают вот так вести себя по-детски, да, ментально незрело, и дети потом это все перенимают, это все копируют, к сожалению. Так вот, закончу мысль о том, что мы ж ели песок в детстве, она говорит, да, но мы повзрослели, мы поняли, что это не переваривается в нашем желудке, нам плохо от этого, и мы не едим песок больше. Вот, какой гадости только, я помню, ящерицу в детстве пробовала, она хвост отбросила, и мы с подругой, вот, решили барбекю сделать. Ну, так я же знаю, что это несъедобно, это нельзя, вот, мало ли, теперь во взрослом мире. Так и человек, который пьет, там, алкоголь, курит, он со временем, если он взрослеет ментально, да, он приходит к таким истинам, что это вредно, это плохо для тебя лично. Люби себя, тебе Боженька дал тело, дал глазки, дал ручки, вот, и у кого-то, может, этого и нету, да? А у тебя-то есть столько возможностей, и ты чё? Вот, ноешь-то, лезешь-то, собираешь вокруг себя свору, вот, начинаешь писать, вот у меня на то Рождество, на тот Новый год я выпустила видео, где ходила по магазинам, показывала красивую Сардинию, таком, была в восхищении. И прилетел мне первый комментарий, что какой противный голос, ой-ой-ой, фу, вот, речь ужасная. И я подумала, вот люди накануне Рождества, накануне Нового года, казалось бы, вот такие добрые праздники, что из вас демоны-то какие-то лезут? Мы можем контролировать, да, своих демонов. А для чего, скажем? Вот хочу и напишу. Ну, это хочу и напишу. Ну, ты ж подумай, тебе ж как это отзовется-то, потому что кто-то смолчит. Вот, но это абсолютно неправильная позиция, когда человек молчит. Вот он дает, тем самым с нашего молчаливого согласия, мы даем волю твориться вот всем этим мерзостям, которые могут только происходить в нашем мире. А вот когда я отвечаю, вы знаете, ваша критика, вот что голос у меня некрасивый, биологическая особенность, да, она мне никак, к сожалению, не поможет. Я вас не могу поблагодарить за такой комментарий и сказать вам, вы мне помогли, вы мне не помогли, вы просто хотите оскорбить, но а зачем? Вот, я могу вам написать, голос это биологическая особенность, операцию по смене голоса я делать не буду, если кому-то неприятно, переключайте канал и смотрите что-то другое, ищите своего автора, чей голос вам будет приятен, вот и все. Другие комментарии были тоже, ваше вот произношение какое-то по-итальянски, может, скажу одно слово, и люди мне сразу по-итальянски начинают писать «la pronuncia è terribile», да, то есть на итальянском я потом открываю профиль, а это не итальянец вообще-то, да, это тоже человек, который приехал откуда-то, и, видимо, да, там по видео, я понимаю, живет в Италии, да, где-то. Но вместо того, чтобы поддерживать людей, ты же думаешь, что, какое окружение ты вокруг себя собираешь, и собираются другие такие, вот кто-то еще один может присоединиться и написать «да, допустим, плохо», еще третий. Вот я помню, в первом видео аж 3 комментария таких одинаковых прилетело. Вот смотрите, как это работает. Собирается свора, да, и начинают там кусать кого-то. Но если вам плохо, это говорит о том, что человек явно, вот, ну, ему не очень хорошо в мире, если он так делает. Ночь перед Рождеством Гоголя сразу вспоминается. Зачем собираться в эти клубы? Ты куда себя толкаешь, да? Ты смотри, к ангелам ты или к бесам? Ты к кому? А ты с кем счастливее будешь? С людьми, которые тебя поддержат, помогут, да, вот такие, которые придут в твою жизнь и будут тебе помогать, или те, которые будут кидаются в других камнями, а потом, когда люди, прохожие, закончатся, они на тебя перейдут. Это будет еще больнее, потому что, казалось бы, это уж свои, вот у вас общая боль какая-то, какая боль нафиг. Вот, радуйтесь жизни, люди, живем на планете, как говорят, один раз, никто не знает, если там что, еще перевоплощение, как, поэтому не упускаем момент, вот она, наша жизнь сейчас, и тратить ее на то, чтобы писать кому-то какую-то гадость, типа, я молодец, у него там произношение плохое, а у меня хорошее, это значит, что ты не растешь, это значит, что ты ментально еще прям не созрел, и ты пока на этом уровне останешься. Человек, который не думает о проблеме, значит, у него этой проблемы нет, да, то есть какой-то реально будет думать о моем произношении, говорить, писать мне о том, что ты, там услышать одно слово на итальянском, включать русский канал, зачем ему это надо, вот серьезно, правда? Открыточки. Обычно, смотрите, вот такой конвертик упаковывается, открыточка с пожеланием, вот, это может быть открыточка, это может быть просто письмо, да, и человек, который читает, вслух это читает, тем самым дается такая психологическая установка, да, мы на этом с вами закончили. Могут подарить еще блокнотики, такие
там что-то внутри написать, потому что блокнотики на Сардинии очень довольно популярный подарок, красивый блокнотик. Мне дарили несколько блокнотиков с какими-то там приятными словами, ну, например, как Иванос Микеле, да, мне подарили шикарный блокнотик, который ценен даже не тем, что вот он с закладочкой, да, то есть я могу открыть легко, найти, где я писала, что последний раз. Они написали мне, что верят в меня, да, Бениссимо Кириализи, то есть зная о том, что я веду YouTube-канал, вот прекрасно то, что ты делаешь. И дальше пишут: «Тиапра туtte le porte dei sogni», то есть тебе, чтобы открыли все двери твоих мечтаний, потому что сони, соньяр, да, интересно, такой со сном, да, ассоциируется у нас это слово. Соньяр — это мечтать в итальянском языке, и avere un sogno, то есть иметь какую-то мечту. Феличиано Нуово — это традиционное пожелание новогоднее. Да, шуточный подарок еще был для брата мужа — шарик с музыкальным изображением, тоже как способ избавляться от стресса. Нашей тете мы подарили, помню, которая была еще жива, носки фуксиновые с Микки Маусом. Вот, муж, когда увидел в магазине, что я хочу их купить, он говорит: ну, блин, она скажет, зачем? Пожилые люди обычно, они на Сардинии, во всем мире, да, так скажут: ну, что, куда ты деньги потратил? И муж говорит: ну, я не знаю, ну, давай. Вот, и мы купили эти фуксиновые носки, и представляете, когда открыла, говорит: ай, sono belli, красивая, она такой замечательный человек была. Потом, когда она уезжала, говорит: так, я уезжаю, где мои носки? Первое, я, говорит, не вижу свои носки, первое, что она захотела взять с собой, это были вот эти вот классные яркие носки. Ну, действительно, вот на них глянешь, уже радостно, прям фуксиновые, такая Мини-Маус там красивая, да, вот это тоже, кстати, Мини-Маус, у меня пижама, которую я вам уже показывала, тут есть бантик. Можно использовать как карнавальный костюм в будущем. У нас карнавал будет в феврале, да, в Темпе, не только в Темпе, но в Темпе у нас один из самых больших карнавалов, если стало интересно. Вот поглядеть, может, какие-то идеи для того, чтобы нарядиться, домашний карнавал провести, посмотрите. Еще такие подарки, которые дарят практичные уже, да, то есть от шуточного переходит к основным подаркам, это то, что человеку надо, да, то есть люди стараются оттолкнуться от твоих интересов, не подарить тебе какой-то дребедень, что мне не гоже, да, передарю тебе. Ну, нет, иначе тебе это прилетит потом. Чаще это могут быть какие-то пижамки уютные, да, то есть вот в Тезенисе я купила себе вот такую пижаму, но она такая классная, вот ей уже 2 года, но она прям супер-супер-супер. И Джованна мне подарила сумку, с которой я не расстаюсь, потому что она удобная, в нее что только не положишь: телефон, кошелек, расческу, в эту сумку слон видит. Она супер классная, еще прелесть ее в цветах, она такая яркая, нигде не потеряешь. То есть, вот она видна глазу отовсюду. Вот еще девчонки обычно дарят, да, друг другу такие практичные шарфики, подарки, да, украшения. Национальные мне дарили девчонки сардинские. И вот такой вот шарфик Паула мне подарила, сестра Джованны, она тоже музыкант. Вот, вы посмотрите, какая прелесть. Вот зелененький снутри, можно, ну, носить с 2 сторон, да, то есть с другой стороны можно носить. Вот это такой, сейчас модно, шарф-капор. Только недавно, вчера была в магазинах, видела, что висят шарф-капоры, продаются. Вот, и если увидите такое на Сардинии, то покупайте. Если интересно, могу спросить у Паулы, где она такую прелесть купила. Явно в Сасаре, потому что живут они в Сасаре. Прелесть этого шарфика в том, что я в нем не замерзаю. Я его беру, шарф не замерзайка. Вот, везде с собой. Огромное, говорю, вот спасибо людям за такие классные подарки. Надеюсь, мои подарки ответные их не разочаровали. А вот закончить я хочу свое видео, друзья, не только пожеланием, конечно, счастливого Нового года и Рождества вам, еще выпущу видео с рождественского рыночка. Мы 27 декабря поедем смотреть Рики Повери. Вот, концерт будет в Порто-Черво. Собиралась я в Калере, но муж говорит: погода дождливая, в Калере как-то не поедем, и ну окей, ладно, поедем, значит, в другой раз. В Порто-Черво, если получится, выложу вам видео концерта Рики Повери. Если нужен стрим, может быть, я еще никогда не делала его, может, прямое включение какое-то произвести. Вот, вы мне тогда напишите в комментариях, маякните, чтобы я это сделала и не забыла. И знаете, ой, у нас дождик пошел. Знаете, что на Сардинии вообще предпочитают люди? Я провела опрос, вот, и большинство мне сказали, что самое главное, самый приятный и классный подарок — это эмоции для человека, но связанные не с каким-то объектом, который ты можешь поставить дома и купить себе сам, а это путешествие даже в соседний город, даже на какой-то незнакомый пляж, который ты знаешь, открыл, но не знает, например, там твой друг, твой близкий человек, и ты ему преподносишь подарок, например, аперитив на этом пляже, да, вот в этом месте. То есть эмоции, то, что вы вспомните, вместе пойти на концерт куда-то, да, любимого исполнителя. Вот, ты же знаешь вкусы человека. Вот почему итальянцы мне сказали, что, ну, сарды, вот, музыкальный концерт, потому что здесь очень любят музыку. Я была крайне удивлена, когда, да, там дедушки, бабушки разговаривали о таких певцах, как Ира,
Мама, Элоди обсуждали, говорю, не то, что они там полуголые носятся по сцене, не с критикой, а восхищались, какие они красивые, молодые, шикарные. И главное, как они круто поют, впечатление. Смена места, да, как все психологи обычно говорят, в один голос положительно влияет на человека всегда. Помогает ему вырваться, да, из этого какого-то круга. Особенно вот, по жизни в Москве я знаю, как это было тяжело. Мы работали, как будто жизни не видишь. То есть, а это важно, остановиться. Это важно замереть. Особенно в прекрасных мгновениях, да и даже не в любых. Поехать, посмотреть, погулять, изучить что-то новое, наполнять свою жизнь. И это даст стимул для проживания ее как можно дольше, счастливей, благополучней. Я нам всем этого желаю с вами. И очень классный такой пример привела моя подруга. Говорит, вот мы раньше все пицца дома, ничего не видели. Говорит, так смешно она обыграла. Пицца. Я говорю, пицца, сколько ж можно-то? Пицца, давайте-ка деньги припасем, сэкономим на пицце, мы, может, куда выедем. Вот семья сначала была несколько недовольна, но с другой стороны, а потом они посмотрели фотографии, там вдохновились, мотивировались рассказами других, да, эмоциональными, что как красиво. И вот они в том году летали на Тенерифе, в этом году они летят в Таиланд. Я в Таиланде была, очень классно, на Тенерифе еще не была. Вот, хотелось бы посмотреть, конечно, видеть мир, путешествовать, просто вообще выходить, говорю, из зоны комфорта, вот, которая затягивает, который иногда как будто бы, да, нашу жизнь обесценивает, кажется, что ничего не поменяется, это неправда, это, говорю, такая установка, которая неправильная, все может поменяться, и мы можем поменяться, приобретя, да, какие-то полезные привычки, например, я спортом занимаюсь 6 раз в неделю, вот, и уже жить без этого не могу. И есть такая фраза, которая звучит: лучше жить с воспоминаниями, нежели с мечтами, потому что мечта — это что-то такое, вот не люблю это слово мечта, голубая какая-то, да, розовая, далекая что-то, вот, нереальное, как слово магари в итальянском языке. Есть форсе, это значит, они вот более уверенно говорят, сделаю, что возможно, да, то есть это прямо вот из реальности, а когда они говорят магари, то есть это такая какая-то мечта, вот, которая вряд ли возможна к реализации. Хотелось бы именно, чтобы мы говорили форсе, то есть это вполне допустимо, то есть это прямо вероятно, и выбирали именно позицию как намерение, да, цели для себя. Если путешествие, то значит путешествие. Еще часто смотрю, знаю, что многие мои подписчики тоже изучают итальянский язык. Если вам надо какие-то рекомендации, советы, хотите тоже, может быть, попрактиковаться, можете написать мне в Инстаграм, в директ, я вам отвечу, порекомендую какие-то каналы, которые мне лично помогают в постижении итальянского языка, в том, чтобы говорить, осваивать быстрее, легче, лучше. Вот я уже слушаю подкасты, и часто подкасты слушаю именно такие тоже, которые с духовной наполненностью, со смыслом, да, вот, потому что, слава богу, сейчас больше выигрывают смыслы, да? То есть что вложено, какое понимание мы должны принять из того, что мы услышали, не просто какое-то слово, чему-то обучиться максимально просто, но еще и о чем-то задуматься полезном из жизни. И, например, я прослушала подкаст, где два героя, Мия и Лукас, разговаривают вот обо всем, и часто они говорят и о каких-то важных вещах жизненных. И Мия, например, хочет в Японию, да? Она говорит, я хочу совершить путешествие в Японию, но оно стоит 3000 евро, зарабатываю я в месяц 1000, она сказала, вроде евро, я не потяну, и мне надо как-то, каким-то образом сэкономить, да, то есть урезать свой бюджет на чем-то. И она сказала, я урежу на завтраках в кафе, да, утренних, потому что много плачу за кофе, если, не то чтобы много, да, но каждый день, если так каждый месяц, изо дня в день, то выходит приличная сумма, которую ты не замечаешь на самом деле. Если так урезать, как на пицце, вот, урезала моя подруга, тем самым они довольно много сэкономили, позволили себе, да, вот это вот путешествие спокойно, да, туда поехать, не думая о том, что надо брать кредит. Вот, и что касается кредита, вот, это Мия, да, это девушка, которая рассказывает свою историю, она говорит, вот, я урезала на завтраках в кафе, и мой коллега мне говорит, а чего ты, зачем? Ты можешь взять кредитную карту, ты можешь эти деньги легко, да, там, снять и купить себе путешествие, поехать, а потом будешь выплачивать, вот, ничего страшного.
Вот она говорит, нет, я так не хочу, это не для меня. Для меня позиция выгодная, удобная, когда я себя ощущаю молодцом, когда я понимаю, что я смогла, да, себе позволить это путешествие за мои деньги, я не думаю о долге, то есть меня не мучает мысль о том, что я кому-то должна, что мне надо заработать эти деньги, то есть я живу без стресса, а для меня это важней. Вот смотрите, какая интересная мысль и полезная, действительно. Тоже часто пользовалась, помню, кредитной картой. Ну, говорю, кому как удобно, в принципе, да, вот по возможностям жить. Но она говорит, вот я так себя ощущаю лучше. Вот как мы себя лучше ощущаем, так, собственно, мы и должны поступать. Если нас не сильно заботит кредитная карта, долги, то есть заботой к себе, с любовью, мы должны относиться и себя хорошо вот понимать. Если нас не будет это стрессовать, да, то есть мы можем поехать в Японию, купить поездку с помощью кредитной карты и потом там заработать легко деньги и оплатить это, закрыть эту кредитку и двигаться дальше по жизни, то почему нет? Вот я часто так делала раньше, когда жила в Москве. Так что тоже важная позиция, как, я хочу сказать, не с критикой выступая, да, а о том, как кому удобно жить. Я нам этого состояния желаю выбирать, да, свою жизнь. Вот это делает и остальных счастливее, потому что когда ты лично счастлив, доволен, зная себя хорошо, организуешь жизнь, то так оно, пожалуй, будет легче всем и миру тоже от нас самих, да, поскольку мы будем довольны, счастливы, будем нести в мир свет, будем нести в мир гармонию, позитивные мысли, и тем самым даже люди, которые будут встречаться раздраженные на нашем пути, да, то есть они, глядя на нас, будут успокаиваться, расслабляться, вот, чтобы наш вот это внутренний свет, он был сильнее того негатива, который мы можем в жизни встретить, это той отрицательной энергии, с которой мы можем столкнуться. Друзья, желаю вам отличной подготовки к праздникам и преподношу вам такой маленький новогодний подарок, музыкальное исполнение одного прекрасного музыкального произведения нашим семейным ансамблем Джорджо, Джованна и Паула, да, это наши ребята, которые дают концерт иногда в коммуне, он бесплатный. Джорджо у нас гитарист, Джованна и Паула играют на фортепиано, Джованна пишет музыку, Паула, думаю, что тоже. И Джованна даже в этом году поставила оперу. Вау! Такое достижение в Сасаре для молодого музыканта. Это очень-очень круто. Потрясающая такая опера. Трогательно я ее видела, так что могу сказать, Джованна браво, как говорят по-итальянски, если хотят сказать не браво, да, так как аплодисменты, браво, нет, они говорят персонально для человека, если мужского пола браво, если женщина браво, вот, и давайте чаще говорить вот такие слова друг другу, браво, отмечая наши достоинства, потому что про недостатки, поверьте, мы в основном про свои все знаем правду, вот, и мы их с вами, своих демонов знаем, а вот побеждать их, так, и жить в ладу больше с ангелами, пускать свою душу, да, думая о том, кого пускать, я предпочитаю доброе что-то, свет впускать, нежели вот что-то нехорошее, которое прям пытается, да, иной раз внедриться, но нам выбирать, надо помнить, что это наша жизнь, это наш выбор, и никому его не отдавайте. Оставляйте его всегда за собой. Итак, музыкальный фрагмент, как я обещала, сейчас послушайте. Мне кажется, это музыка из фильма «Гордость предубеждения», потрясающая, это мой любимый фильм с Кирой Найтли, мне очень нравится. И там звучала эта шикарная мелодия, и я иногда переслушиваю, и мне вспоминается сразу этот фильм. Мелодия полная, скажем, цвета благородства, красоты. Итак, чао-чао, друзья. Я заговорилась, с вами была Ольга и мама мия, красотка рождения. Бачу-абрачу. Пока-пока.
Пока!